Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Хочет ли он вас вернуть? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, Господи, девочки, он же плачет, посмотрите. Он плачет. Ох, как ему тяжело. Ох, как ему не по себе. Так, ну, кто видит, тот видит, да? В венце у нас картинка, общий очаг. Вот он, вот она вы. Видите, да? Но это мы оставим на самый конец. Давайте начнем с его слез. Льет слезы, девчонки, по вам. У него в жизни, вот именно сейчас, какая-то прям беда-горюшка. Плохо ему, девочки, плохо, пусто ему. У кого-то прям пусто по всем фронтам, а у кого-то прям на душе пусто. Но, опять же, да, мужчины разные, у каждого по-своему отыграется. Как-то он уходил очень некрасиво, либо некрасиво с вами поступил. Может быть, вы очень сильно разругались, может быть, он вас обидел, может быть, он, знаете, как перебежчик, да, к другой женщине переметнулся. Не обязательно соперница, может, маму выбрал, сказал, ну вот мама против тебя, да, я буду с мамой жить, да, либо вот буду делать все, чтобы маме было приятно. А у кого-то действительно вот какая-то встретилась женщина, либо появилась, завелась, может быть, изначально была. И вот он такой, типа, ну, у меня же там другая женщина, поэтому ты давай иди. До новых встреч, как говорится. Очень некрасиво. Уходил прям такой, знаете, гордый, пафосный, вот так прям подбородок задрал, да ты типа мне не нужна, да сильно надо, да еще приползешь туда-сюда. И, в общем, так вот он ушел. А теперь, мои хорошие, оказалось, что нет, не приползла. Вы без него прекрасно живете, вы прекрасно выглядите. А вас люди говорят только хорошее, а до него эти разговоры доходят. А у кого-то отыграется, что он это все видит и думает, блин, ну как же так, да, где справедливость? Почему она не страдает, почему она не тоскует, почему она в ногах у меня там не валяется, не просит меня вернуться. А ведь он все это время ждал, девочки, ждал, пока вы первая придете к нему, как говорится, на поклон. Да, позете ниц и начнете его умолять вернуться. А нет, а вы гордая, а вы самодостаточна, а нафиг он вам такой нужен, да, чтобы перед ним там кланяться. И все, и все. И, как говорится, обидели мышку, написали в норку, да. У него, кстати, после расставания с вами все прям тартарары полетело. Как будто бы удача, фарт ушел из его жизни. Он даже грешным делом думал, что вы типа на него там поделали, да. Прокляли его, и теперь ему сплошная невезуха идет. У кого-то даже отыграется, что он обращался там, к гадалкам, к эзотерикам, да, с целью там, подтвердить свои догадки, что вы такая коварная женщина, тут на него поделали. Но я сразу хочу сказать, что ему там, скорее всего, сказали, что он сам дурак, да, и что вы женщина, посланная небесами, для того, чтобы его сделать счастливым. А то, что он свое счастье в руках своих не удержал, ну так извините, кто тебе доктор? Вот, в общем, недоволен он остался гадалками, эзотериками, долго сопротивлялся этим мыслям, а теперь начинает в них верить, начинает их принимать. Он начинает сопоставлять факты, да, вот какая была вы, как вы о нем заботились, как вы ему советы давали, как благодаря вам он там чего-то добивался, получал, как вы за ним ухаживали, да, какая обстановка, атмосфера была. Да, и понимает, что все-таки да, это было волшебство. То, что вы делали для него, вы как добрая феечка для него были.
которая прям пылиночки с него сдувала. И благодаря вам, вашей энергетике, у него в жизни что-то получалось, он чего-то мог добиться. А сейчас все. А сейчас все, пустота. Пустота и бесконечное падение вниз. Вот что происходит в его жизни. И вот он страдает, рыдает. Смотрите, сколько песка насыпал. Это все его слезы. Тут прям целая кучка песка, слез, море слез. Ну, что поделаешь, сам себе виноват. Значит, девочки, будет ли он вас возвращать? Ну, судя по венцу, то да. Будет. Ну, понятно, что каждый выберет свой метод, способ. Здесь еще не все слова какие-то, вот знаете, он то ли придумал, то ли прописал. Видите, рот еще у него закрыт. То есть в самое ближайшее время, то есть это вот неделя, 2 недели, пока от него будет тишина. Но то, что он за вами уже пристально наблюдает, следит и знает все подробности вашей жизни, это 100%. 100%. Он как будто бы готовится. Готовится, подготавливается, настраивается, перестраивается. Ну, сами понимаете, да. Он же должен с чем-то к вам прийти. Он же должен как-то себя повести, чтобы вы позволили ему хотя бы сказать, да, слово о том, что извини, прости, был засранцем. С вашей стороны, но узел стоит с вашей стороны. Вы не простили его. Да, он до сих пор в вашем сердце, да, он до сих пор в ваших мыслях, но здесь обидные мысли. Обидные, то есть он вас обидел, очень несправедливо с вами поступил, неправильно поступил. И вы очень справедливый человек. И вот это чувство абсолютной справедливости не позволяет его простить. Получается вот этот узел обиды. То есть еще не так-то просто будет ему вас вернуть. Он, кстати, подозревает, что вы не примете его с распростертыми объятиями, но, в принципе, правильно делает. Так, вы, кстати, пытались, скорее всего, с каким-то другим человеком наладить мосты, но как-то, вот знаете, не идет. Но вот не чувствуете, что это ваш человек. Вот не хотите вы его, того другого, а вы хотите этого. Но опять же, на этого злитесь. Так, хочу еще на оракуле посмотреть. Хочу посмотреть на оракуле. Так, девочки, женщины, кто думает, что тут помогичили, я вам так скажу, не было бы условий, никакая бы магия не сработала. То, что мужчина неблагополучный, это вот прям ощущается. Даже энергетика неблагополучного человека, она вот прям такая, знаете, тошнотворная, она есть. Она есть. То есть мужчина сам такой с придурью, поэтому всякие там чары, магия, гипноз на него работают. Ну вот оно его состояние. Типа думал, что он крутой мужик, попался на какие-то свои же собственные уловки, либо на какую-то очень нечистоплотную женщину. И вот он в состоянии больного никчемного мужика, который он только рыдать может. Это его состояние сегодняшнего дня. Что по вам? Что с вами, что по вам? Хочу посмотреть. Потому что у вас там этот узел. Мне не нравится этот узел. Знаете, таких узлов и болячки всякие бывают. Страдания бывают. Очень серьезные. Ой, девочки хорошие мои. Но все-таки в глубине души вы надеетесь на то, что... Вот знаете, должно мне повезти, должна встретить хорошего мужчину. Вот прям на душе содержите встречу, хорошую встречу с хорошим человеком. Для вас это, знаете, как подарок будет судьбы, если встретите такого человека. Но почему-то не встречаете. А даже если встречаете, вы не хотите этих хороших людей, они вам не интересны, не привлекают они вас. Да? Я не хочу хорошего, я хочу плохого, да, тянет меня на плохих. Чего вас тянет на плохих мальчиков, а? Чего так с вами? Ну, знаете, это как ваше призвание спасать всех сирых и убогих. Вы их как специально ищете. Ты проблемный, ты никчемный, окей, я иду к тебе.
Ну, шутки шутками, конечно, но с другой стороны, это какая-то прям патология у вас. Скорее всего, в вашем роду уже были такие сценарии. У мамы, у бабушки, у тетушки, прабабушки, да, что-то было. Вот как повторяете. Вы очень добрый человек, очень благородный. Скорее всего, животных любите, подкармливаете, там, переживаете, донаты даете на животных. То есть тот, кто слабый, тот находит отзыв в вашем сердце. Не, ну вы шикарная, девочки, вы просто шикарная. Вы очень талантливая, очень шикарная женщина. Смотрите, такой талантливой и шикарной женщине будет дан мужчина ей под стать. Хорошо, это вот этот загаданный. А нет, какой-то другой мужчина. Девочка, какой-то другой мужчина, который вот на воздушном шаре летит. Скорее всего, как путешественник, приезжий, либо в поездках постоянно находится, работает. Давайте посмотрим, почему разрыв между вами произошел. Почему разрыв произошел? Ну, смотрите, у одних отыграется, что здесь действительно вот как какая-то персона, да, третья персона, манипулятор, интриган, человек, который вот хотел похоронить ваши отношения, который расстроил ваши отношения. А у других отыграется, что мужчина так себя повел, как манипулятор, интриган, и из-за этого были похоронены ваши отношения. Знаете, как делов наделал, а потом подумал, да, что же я такого сделал, зачем я это все наделал. И прямо ж вот он локоть не укусишь, да, сам себя ненавидит за это. И слезы льет. Слезы льет. Но вы знаете, у него в душе, у него в сердце теплится надежда, что вы все-таки до сих пор любите и простите. Есть такое. Что бы сейчас с ним ни происходило, ему очень-очень плохо. Все он прекрасно уже понял, все уже до него дошло, где он был прав, где он был неправ, каких ошибок он натворил. Не до конца он сейчас еще придумал, как к вам подойти, как говорится, на какой козе подъехать. Но он над этим работает, прям собирает по крупицам всю информацию о вас. Вы к нему привязаны этим узлом. Да? Это обида. Обида на его действия, либо на его бездействие. То есть он вас все-таки, девочки, тоже зацепил очень конкретно. И то, что вы на него сейчас обижаетесь, в любой момент, знаете, как говорят, от любви до ненависти один шаг. И то же самое наоборот, от ненависти до любви один шаг. Да? Вот это обратимо. Обратимо либо туда, либо сюда. Смотрите, я вижу между вами случайную встречу и всего лишь один шанс на то, чтобы восстановить ваши отношения. Всего лишь один шанс. И если мужчина не использует этот один шанс, небеса уже больше к вам не подпустят. Уж слишком вы шикарная для него. Да? Как говорят, не по Ваньке шапка. Вот. Вы не обижайтесь, что я вас шапкой называю, но правда. Он как счастливчик был, да, что такая шикарная женщина на него обратила внимание. То, что он этого не понял, ну так извините, дуракам закон не писан. А встреча у вас произойдет где-то недельки через 2, а то и 3. Но понятно, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. И вот на этой встрече все решится. Либо вы вместе пойдете исправлять его ошибки, выстраивать новую линию отношений, ну, либо вы уже разойдетесь раз и навсегда. Девочки, женщины мои прекрасные, вот чтобы вы для себя понимали, я сейчас вам скажу, что я вижу в вашем будущем. По этому образу мужчиной и женщиной над единым очагом, да, причем мужчина, видите, он как будто бы мешает этот очаг, то есть он подбрасывает туда поленья, он там, не знаю, варит еду, снимает эту пенку, что он там делает, что-то закидывает в этот очаг. То есть у вас по судьбе по-любому будет муж. Причем не просто муж, а друг, партнер, спутник жизни, да, ваша половиночка, он 100% будет. Будет ли этот мужчина, либо будет другой, я не могу вам точно сказать, потому что вы все разные, абсолютно разные, у каждой будет своя судьба. На эту отсыпку вы пришли именно, чтобы я вам
ваше будущее прочитала. То, что вы будете счастливы, то, что вы будете в браке, и то, что у вас будет идеальная семья. Если он не будет меняться ради вас, но вы его терпеть не будете, вы опять ему, как говорится, под зад коленом дадите и правильно сделаете. Если он хочет быть с вами, то он должен быть вас достоин. То есть он должен быть целиком и полностью поменяться. Это не быстрый процесс, это не легкий процесс, но это реальный процесс. Сейчас у него мысли есть к вам вернуться. И судьба даст ему всего лишь один шанс. Это будет случайная встреча на какой-то, вот знаете, нейтральной территории. Ну, там, на улице встретиться, у кого-то в гостях встретиться, там, в магазине, в конце концов. Это будет. И вот на этой встрече все решится между вами. Будете вы вместе, либо не будете вы вместе. Но сразу предупреждаю, мужчина очень проблематичный сейчас. У него очень много проблем. У кого-то проблемы по деньгам, у кого-то по здоровью, у кого-то с законом. В общем, вы поняли, да, весь спектр может отыграться. Хорошо, нужен ли вам именно конкретно этот, которого вы загадали? Он вам нужен конкретно? Ну, видите, все равно вы его ждете, потому что вы на него обижены. Вы на него обижены. Вы его ждете. Хорошо. Что вы должны знать для себя еще? Под совет и подсказку. Что вы должны знать? Девочки, не за горами новая страничка вашей жизни. Просто не за горами. Вообще идет информация, что в течение 2-3 месяцев ваша жизнь начнет круто меняться. Знаете, как на новые грани выходить, за новые горизонты выходить. То, чего вы так долго ждали, именно в своем жизненном развитии, вы начнете получать. Вот 100%. А у кого-то отыграется какая-то очень важная судьбоносная поездка. Смотрите, дорога, да? Меняется, жизнь меняется, все меняется, пространство вокруг вас меняется. Да и вы тоже меняетесь. Вы тоже будете меняться. Вот видите? Путешествие, либо путешественник у вас на горизонте. Значит, девочки, отвечаю кратко на ваш вопрос. Да, он хочет вас вернуть. Нет, он не знает, как ему правильно поступить. Будет случайная встреча, которая все решит. А вам счастливой быть. Вам быть счастливой, вам быть замужней, вам иметь любовь взаимную, чтобы и вас любили, чтобы вы любили. Это будет. Это в вашем будущем, вот оно прописано. По этому огромному очагу я могу сказать, что у вас будет достойная жизнь, благополучная жизнь, как говорится, сытая, довольная. Вот, все будет замечательно. И опять же, по очагу еще может отыграться очень хороший такой, знаете, добротный, богатый дом, в котором вы будете хозяйкой, настоящей хозяйкой. Ну и старайтесь от этого узла избавиться. Этот узел может привести ко всяким нехорошим состояниям и болячкам. Девочки, в обидах ничего хорошего нет. Все обиды нужно прорабатывать и отпускать. Просто отпускать. Что значит прорабатывать? Извлекать ценный опыт. Ценный опыт. И потом отпускать. Иначе будете плохо себя чувствовать, болеть и неприятности привлекать в свою жизнь. Ну, а мужчина здесь, конечно, такой, знаете, с причудами. Скажу мягко, с причудами. Конечно, он заслуживает других эпитетов, но поскольку мы на ютубе, я не буду их повторять. Вам быть счастливой, это однозначно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.